А ведь Якутск стариннейший город Сибири. Один из первых таких деревянных городов больших, да, в России, в Сибири, это был Якутск. Он старше Санкт-Петербурга и ряда других городов России. Да, и как-то было время, когда уже советская власть уже не существовала, ну, как пограничное было, новое время, перестройка там. И в эти времена вот хотели дать статус города Якутска как исторического города России. Все было принято, и вдруг тут перемены, перестройка, новые времена, 90-е годы, там Ельцин, и все ушло. Так мы и не получили этот статус, а жаль. Я думаю, что можно вернуть этот статус, если мы сохраним свои старые дома залогом, да? Он еще какой-то там, он будет иметь старинный облик свой, дореволюционный, и вот тогда, может быть, мы и получим статус старинного города Якутска. А если полностью уберут залог, уничтожат там все, будет такое вот новые какие-то опять каменные дома, тогда того Якутска, вообще города Якутска, как такой, уже не будет. Да. Ну, Якутск, я помню, был совсем полностью деревянный город. Каменных строений, они были старые, почти дореволюционные, да, было очень мало, где-то около 7-8 зданий, наверное, было, включая церквей, и все. Остальные дома все были деревянные. Были деревянные тротуары по обе стороны, значит, улицы, деревянные тротуары, деревянные были заборы, да, и было такое какое-то ощущение, как будто уют такой был, да, что ты вот все дышит вокруг тебя нормально, все хорошо, не как в каменных джунглях, как говорят. Были такие вот чурки вместо асфальта, вот такие были торцовые называются, чурки, да, вот. И когда вот вылаживали чурки, меняли, через какое-то время меняли чурки. Я помню вот этот наш проспект Ленина, он тогда назывался Большая улица, да, сначала, вот. И вот идешь по этой большой улице, ага, и такой запах дерева, свежепиленного дерева, ой, как прекрасно было. Вот такие воспоминания. Ну, потом уже со временем, начиная уже с 50-х годов, начала уже стали ставить каменные дома. Потихоньку стали разрушать все деревянные дома. А какие были красивые, роскошные, просто красивые деревянные дома в центре, да, с резьбой, наличники, вот это все, даже ворота, калитки, фронтоны, все было из этих самых вырезанных с узорами дерева. И кое-что сохранилось вот это, от этой красоты, только сейчас залогом. Там стоит дом Лепсикова, с резьбой тоже, да? Прекрасный дом по архитектуре. Вот таких домов в центре было много. Да, и вот я написал
о своем любимом старом деревянном городе, как его ломают и уничтожают, две поэмы. Вот первая поэма называется «Якутск». Мой забытый, опальный Якутск, город серый и скучный, город добрых начал и обычных печальных концов. Кто поможет тебе? Кто спасет твое ветхое древо? Город сон, город яв, город первой любви и последних надежд, город пыльный, старинный, седой. Это город-старик, сучковатою тростью кривой, город мертвых шаманов, купцов и священников, город ссыльных, убийц и мошенников, город псов и святых простаков, город странных, навязчивых снов, город вещих таинственных слов, город жил, пережил и пожары, и смерть, город трижды тонул, город трижды воскрес и донес через века свой божественный крест. Город знает в лицо Муравьевых, Бестужевых, город помнит и храбрых, Дежневых, Хабаровых, город, чье продолжение Камчатка, Аляска, Америка, город, пропахший смолой и сиреневым дымом печей, город в зеленой долине у Лены. Я люблю твои мшистые стены. Как хорошо здесь бродить не спеша. Ты — город сердца, город душа, город предков, прапредков, бабушек, дедушек наших, которые тут чинно важно ходили когда-то по мостовым деревянным, по тротуарам дощатым, вдоль заборов дырявых от шитиков и ворот расписных, где горят фонари. Но разбито, убито, забыто, нету их боли, пусто, ноль. Что сейчас? Город тень, город боль. Как твоя сложится дальше душа? Город молитва, город мольба. Сегодня атака железа и камня, окна разбиты и сорваны ставни, кружева на дрова, узора чертивная в свалку. Чужое не жалко идти, твою мать. И можно тащить, шуровать, воровать. Что закон? Это нас не касается. И наглея они подбираются, быстро, тесно, бодро теснят, наступают. Руки хищные жадно хватают, быль и сказку живую ломают, дом за домом, квартал за кварталом. Мало сил отстоять и оспорить нашу память, наследство, историю. Отвернулись, махнули. Пущай и прощай, прощай, мой Якутск, деревянный Якутск, Якутской. Знакомые улицы, окна и лица. Город калека, город провинция, город властями верховными списанный, город любимый, последний, единственный.